Приветствую вас на третьем задании. Сегодня мы с вами выполним разбор второго задания. В задании 2 предлагается два вопроса на выбор по тому же произведению. Выбирайте один из предложенных вариантов и приступайте к выполнению. Посмотрим первый вариант. Укажите другой фрагмент романа с участием Гринева. Какие черты характера Гринева проявились в выбранном вами фрагменте? Вы должны из романа вспомнить какой-нибудь другой фрагмент, в котором проявляются черты главного героя. Второй вопрос. Укажите другой фрагмент романа, в котором Гринев попадает в ситуацию выбора. Какими жизненными принципами он руководствуется в сложившейся ситуации? Здесь мы с вами вспоминаем другой фрагмент романа, в котором главный герой находится опять-таки перед ситуацией нравственного выбора. И, исходя из этого фрагмента, мы с вами должны ответить, какими же жизненными принципами руководствуется главный герой в сложившейся ситуации. Критерии оценивания второго задания. Первый критерий – соответствие ответа заданию. Первый критерий – соответствие ответа заданию. Если другой фрагмент выбран в соответствии с заданием и дан ответ, соответствующий о понимании выбранного фрагмента, вы получаете 2 балла. Далее второй критерий – привлечение текста выбранного фрагмента для аргументации. Мы выбираем другой фрагмент из этого же романа, для аргументации суждений. Этот выбранный фрагмент привлекается на уровне анализа важных для выполнения задания образов, микротем, деталей. И при этом авторская позиция не искажена. И третий критерий – логичность и соблюдение речевых норм. 2 балла. Алгоритм выполнения второго задания. Внимательно прочитать оба задания, оба варианта задания. Нужно вспомнить сюжет романа, выбрать подходящий фрагмент для анализа из этого же произведения. Так, в аудитории у вас будут все тексты произведений, поэтому взять книгу, найти этот отрывок, и сформулировать свой ответ в виде анализа другого фрагмента. Можно выстроить ответ следующим образом. Приводим другой фрагмент и из этого фрагмента пример, иллюстрацию. И на основе примера иллюстрации формулируем свой ответ. Задание 2.1. Укажите другой фрагмент романа с участием Гринева. Какие черты характера Гринева проявились в выбранном вами фрагменте? Из романа мы с вами выбираем другой фрагмент и показываем на примере этого фрагмента, какие черты главного героя там проявляются. И примерный ответ может быть таким. Одним из ярких фрагментов романа является сцена дуэли Гринева с Алексеем Швабриным. Гринев вступился за честь Маши Мироновой и не спустил Швабрину пошлую клевету о ней. В этой сцене проявились такие черты характера Петра, как решительность и смелость. Он готов умереть, защищая честь своей возлюбленной. Выбрали другой фрагмент, это сцена дуэли.
Гринева с Швабриным, да, и дали ответ на вопрос, какие черты характера Гринева проявились в данном фрагменте. Это такие черты характера, как решительность и смелость. Задание 2.2. Укажите другой фрагмент романа, в котором Гринев попадает в ситуацию выбора. Какими жизненными принципами он руководствуется в сложившейся ситуации? Мы примерно можем дать такой ответ. Герой на протяжении романа много раз попадает в ситуацию нравственного выбора. В сцене, когда Алексей Швабрин обвиняет Гринева в сокрытии факта, что Маша – дочь капитана Миронова, Петруша также честно и смело объясняет Пугачеву причины своего поступка. Мы еще раз убеждаемся в твердости характера героя, который руководствуется честью и следует завету отца беречь честь с молоду. Значит, в задании 2.2 у вас как будто два задания, да? Укажите другой фрагмент романа, в котором Гринев попадает в ситуацию выбора. Мы выбрали сцену, когда Алексей Швабрин объявляет перед Пугачевым, что Маша на самом деле капитанская дочь, и что Гринев об этом ему не сказал. Хотя и Алексей Швабрин не сказал, да, но вот он так преподносит для того, чтобы очернить Гринева. Вот мы выбрали этот другой фрагмент, и как раз-таки герой попадает опять-таки перед сложным нравственным выбором. Далее, второй вопрос в этом задании. Какими жизненными принципами он руководствуется в сложившейся ситуации? И мы должны, исходя из этой ситуации, показать, какими же принципами руководствуется наш главный герой. И мы даем следующий ответ. Мы еще раз убеждаемся в твердости характера героя, который руководствуется честью и следует завету отца беречь честь с молоду. Ага. Тут мы опираемся на твердость характера нашего главного героя и на его воспитание, да, то, что он следует завету своего отца. Таким образом, у нас получился такой примерный ответ.